Вот смотрите, да, есть леший, да, в традиционном понимании славянской мифологии, а есть верса, это уже комья мифологии. Сегодня я расскажу, чем они отличаются друг от друга. Конечно, я так это замудрила, назвав его лешим, потому что правильнее сказать, что это как лесной человек, лесной дух. Потому что есть еще и ягморт. Вот ягморт — это сосновоборовый человек, да? А ворс, соответственно, это лесной дух. Охотники, которые замечали на своем пути ворсу, описывали его как человека ростом в сосну, у которого нет бровей и ресниц. А еще он мог приходить в образе кошечки, лисички, белочки или вихря. Почему бы и нет? Ну и не стоит забывать о многогранности личности этого героя, потому что в одних преданиях его описывают как доброго персонажа, в других — как справедливого человека, который охраняет лесные угодья, а в-третьих вообще рисуют его как зловещего какого-то чувака, который на всех нападает, детей похищает и так далее. Почему справедливость? Все мы знаем то, что лес для коми народа — это священное место, ну парма, одним словом. И есть там охотники, что естественно. И, конечно же, для того, чтобы пойти охотиться в лес, нужно соблюсти несколько правил. И обязательно нужно помнить о том, а сколько добычи ты подбил, потому что если больше, ты нарушил природный баланс. И ты за это должен быть в ответе, да? Ну, в общем-то, да. Друзья, пишите в комментариях, как вы думаете, состоит ли верса в браке с Йомой. Вот такой фан-факт еще может быть. И обязательно пишите в комментариях, о каком герою мифологии рассказать в следующем видео.